Добрый день, уважаемые телезрители и радиослушатели. В эфире программа «Якутск сегодня». У микрофона редактор Мария Ким. Со мной также мои коллеги Мария Новгородова и Николай Слепцов-Айдын. 26 мая – День предпринимательства Российской Федерации. Этот праздник посвящен всем тем, кто смело шагает по пути бизнеса, создает новые идеи и воплощает их в жизнь. Во всем этом, конечно же, сделать кому-то первый шаг или развить собственное дело помогают Министерство предпринимательства Республики, Центр «Мой бизнес» и Фонд развития предпринимательства Республики Саха-Якутия. Сегодня в программе наши гости расскажут о поддержке, которую могут получить начинающие предприниматели, действующие юридические лица, расскажут о работе с предпринимателями в улусах, в том числе с отдаленными районами республики. Наши гости: Петр Федорович Максимов, генеральный директор Фонда развития предпринимательства Республики Саха-Якутия. Здравствуйте. Здравствуйте. Антоева Татьяна Семеновна, директор департамента развития бизнеса Фонда развития предпринимательства Республики Саха-Якутия. Здравствуйте. Здравствуйте. И в гостях у нас еще Яковлева Светлана Яновна, кандидат медицинских наук, генеральный директор и учредитель медицинской клиники Янна Мед, заслуженный работник здравоохранения Республики Саха-Якутия, член Координационного совета по предпринимательству при главе Республики Саха-Якутия. Здравствуйте. Добрый день. Приветствую вас у нас в студии. Мы сегодня же поговорим о предпринимателях наших, о той поддержке, которую вы оказываете со своей стороны. И, конечно же, у меня к Петру Федоровичу первый вопрос. Главная миссия фонда. Всем добрый день. Главная миссия фонда – это больше помогать субъектам малого и среднего предпринимательства, и еще крупному бизнесу тоже мы помогаем. Что это значит? Не только финансовая помощь, помимо этого мы должны максимально много инструментов поддержки оказать нашим предпринимателям. Это партнерство с финансовыми учреждениями, партнерство с другими инфраструктурами поддержки, то есть чтобы предприниматели могли больше получить услугу, государственную услугу, и финансовой части тоже, чтобы они всегда были на высоте. Вот эти основные направления, которые вы по ним ведете. Я не думала, что у вас еще такие есть формы поддержки. Я только думала финансовое, предоставление займов, микрозаймов. Спектр работы очень широк. Очень широкий спектр работы на сегодняшний день. Немножко расскажу про наш фонд. Вообще фонд работает где-то около 30 лет на рынке. Государственный фонд, микрокредитная компания. На сегодняшний день мы работаем по 3 направлениям деятельности. Это первое. Мы выдаем субъектам малого и среднего предпринимательства микрозаймы. Микрозаймы – это до 5 миллионов, до 3 лет. Ставки у нас варьируются от 1 до 12% годовых. На сегодняшних реалиях это очень выгодная ставка. Вообще. Вторая мера господдержки, которую мы оказываем, это у нас предоставление поручительства. Что это такое? Предприниматели получили у нас 5 миллионов, но у них проект на 20 миллионов, и 15 миллионов они могут кредитоваться уже в кредитных финансовых учреждениях. Конечно, эти банки, финансовые учреждения обязательно потребуют, что залог потребует. У предпринимателя, может быть, залога не хватает. То есть на 10 миллионов у него есть залог только на 3 миллиона. 7 миллионов залога мы можем предоставить в виде поручительства. И предприниматель, благодаря этому мере господдержки, получает кредит и реализовывает свою идею. Это вторая мера господдержки. Еще есть третья мера господдержки. Мы в 2021 году наделены были деятельностью Фонда развития промышленности Республики Саха-Якутия. Мы помогаем предпринимателям из обрабатывающей промышленности. Это у нас производство, лесопереработка, металлопереработка, легкая промышленность, производство строительных материалов, В этой части мы помогаем от 5 до 50 миллионов рублей. Процентная ставка где-то варьируется от 3 до 7% годовых. И выдаем со сроком до
5 лет. Это очень хорошая мера господдержки вот, для развития обрабатывающей промышленности. И мы получили федеральные субсидии 22-23 год, и к концу 24 года мы все разместили предпринимателям. Предприниматели сейчас, воспользовавшись этими средствами льготными, да, закупили новые оборудования и улучшили свою производственную мощность. И создали еще рабочие места. Ну, это вот главное, да, как бы, плюс то, что новые рабочие места. Да. Ну, вот, Петр Федорович, вы уже больше 4 лет, да, как вы возглавили Фонд развития предпринимательства. И что за эти годы вам удалось изменить, как бы, в системе этой работы фонда? Да, я уже больше 4 лет руковожу Фондом развития предпринимательства. Первое, чего мы добились, это мы привели в соответствие работу фонда к нормативно-правовым актам Центрального банка Российской Федерации. Это Центральный банк Российской Федерации является основным нашим регулятором, так как мы финансовая компания. Мы привели в соответствие все нормативные плюс программное обеспечение тоже привели в порядок. Оно доказывается проверкой. В 2023 году Центральный банк приезжали, прямо очно проверяли деятельность нашего фонда. И по итогам проверки они поставили хорошую оценку. Немножко, конечно, недочеты нашли, но мы все это исправили, и предписание было снято со стороны фонда. А еще основным успехом, да, вот мы приобрели новый офис. На сегодняшний день на Орджоникидзе 50. Наши предприниматели обслуживаются в современном офисе, да, и как-то радуются, всегда с радостью заходят в наш фонд и пользуются нашими услугами. Вот. Но стоит отметить то, что вы до того, как приобрели свое здание, вы сидели в арендных зданиях, платили бешеные такие вот суммы, да, за аренду. Да. Большой огромный плюс сейчас в стенах находиться в своих собственных. Мы еще одним из достижений, я бы сказал, наверное, мы стали более прозрачными, мы стали доступными, мы много начали ездить по районам и расширили доступность наших услуг. Каким способом мы это достигли? У нас есть центр «Мой бизнес», да, вот инфраструктура поддержки. Мы в партнерстве с ними заключили агентский договор, и через их офисы мы по всей республике имеем окно. Это вот говорит о том, что предприниматель с Арктики, не надо ему сюда ехать, обращается в каждом районном центре Республики Саха-Якутия есть центр «Мой бизнес». Они обращаются туда по услугам фонда, они обязательно должны консультировать, принимают документы, можно там и договоры займа подписать, ну и как бы сэкономить на логистике, время, да, и денежка. Вот предприниматели, они же на самом деле очень занятые люди. 24/7 работает. И тем более в Арктике, подтверждаю. Да? Ну и за 4 года мы улучшили финансовое состояние фонда, когда я уже приступал работать. Было сложно все-таки, да? В минусе 590 миллионов. На сегодняшний день где-то 240 миллионов осталось. То есть мы прошлые убытки почти на 52% сократили. И такими темпами мы через 2 года уже будем все эти убытки закроем, да, и уже будем претендовать на какие-то федеральные субсидии. Вот. Тут грамотное руководство, вообще просто, да? Вырастили этот портфель займов, да, до 1 700 000 было где-то 1 400 000 было, ну и сократили просроченную задолженность. К нашему приходу действительно в фонде была большая просрочка, где-то 70% портфеля было на просрочке. На сегодняшний день 23% портфеля в просрочке, все остальное работает. Поэтому я считаю, это тоже один из хороших показателей. Отличных показателей. Чисто финансовой части. Вот. Ну и самое главное, это вот команда, да, которую мы выстроили, собрали. Действительно, люди неохотно шли в наш фонд. В то время, да. Сейчас доверие больше, люди идут, молодые люди тоже устраиваются. Вот, и мы их развиваем, каждого из нас, да, то есть за 4 года много было, кто увольнялся, кто приходил, кто-то уходил, кто-то приходил, но тем не менее какой-то костяк вот команды образовался, и мы сейчас вот с каждым отрабатываем и работаем на их развитии. Ну, для меня самое нужное для сотрудников — это вот человеческие качества, я так думаю, да, человек, если
с хорошими качествами. Навыки можно сделать, да, там обучить, показать, воспитать, и все это приводит в конечном итоге правильная поддержка и качественная поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства. Вот одна из этих представительниц вашего коллектива Татьяна Семеновна, да, которая возглавляет департамент, да, и у меня вот к вам вопрос. Сразу же переходим, да, какие есть программы микрофинансирования льготных займов для предпринимателей? Ну, на сегодняшний день у нас действует 4 программы. Ага, 4 программы. Да, 4 программы. Это для самозанятых, для НПДшек, получается, наших, для бизнеса продукт у нас называется «Старт» для начинающих предпринимателей. И чрезвычайная ситуация. Это для людей, которые попали в чрезвычайные ситуации, допустим, да, наводнение, пожар, там у них магазин сгорел, гараж сгорел по виду деятельности. Таким мы выдаем тоже по отдельному продукту по очень низкой ставке 1% для чрезвычайной ситуации. Я такие проценты просто вообще... Особенно теперь. Да, это вот для тех, которые именно попали в чрезвычайную ситуацию, которая объявлена республикой, допустим, да, глава объявляет, в прошлом году у нас было объявлено по 3 районам, и вот эти вот населенные пункты, которые туда попадают, могли к нам обратиться под 1%. И 4% годовых это для точечных чрезвычайных ситуаций. Таких у нас тоже есть. Это у кого-то магазин может сгореть. Был у нас предприниматель, у которого гараж сгорел, там, где транспорта по виду деятельности все стояли, допустим, да, вот они могут по 4% годовых к нам тоже обратиться. Вот, ну, как сказал Петр Федорович, у нас ставки варьируются от 1 до 12% годовых, 3 года — это максимальный срок, который у нас по 142 приказу. Мы такой рамки поставили, соответственно, мы должны это придерживаться. А так, конечно, сложно на 3 года, но так выдаем пока. Но, тем не менее, в любом случае, при таких процентных ставках для индивидуальных предпринимателей, для только те, кто начинает, мне кажется, это вообще самый... Спрос очень большой, нереально большой. Люди идут и идут потоком. Без остановки. Без остановки. У нас очень много заявок в работе. У нас сотрудники, коллеги наши сидят в напряженной обстановке, очень много заявок. Все хотят, всем помогаем по возможности собирать пакеты документов, всех пытаемся вовремя вложиться, чтобы они побыстрее тоже собрали, свой вклад тоже вносим, но по пакету, по сбору документов это все-таки по большинству случаев зависит от самого предпринимателя, могу сказать, да. А вот по сбору документов мы же всегда вот такие, да, обычные люди, не очень любим вот эти вот бюрократические волокиты, Самые главные требования. Что я вот должна вам принести, допустим, как начинающий предприниматель? У начинающего предпринимателя это учредительские документы. Это у всех на руках должно быть. ИНН, АГРН, паспорт, СНИЛС. Если мужчина военнообязанный, то военный билет обязательно. Справки. 2 справки с налоговой. Это об отсутствии задолженностей и об открытых-закрытых расчетных счетах. Это все у нас скачивается, запрашивается онлайн через личный кабинет в налоговой. У всех есть АЦП сейчас по нынешним реалиям, да. Все сдают отчеты тоже удаленно, поэтому у всех она должна быть, в принципе. Вот. И справки с банков. 4 справки по обслуживающему банку, да. Допустим, если у вас один расчетный счет в одном банке, то это очень хорошо, это очень даже быстро. Тоже все запрашивается онлайн. Там через АЦП подписывается, мы не говорим, идите в банк, принесите с синей печатью, отправляется все тоже электронно. Выписка с расчетного счета тоже онлайн скачивается, все прекрасно, допустим, да. И документы по залогам. Залоги мы принимаем транспортные средства, недвижимость, это может быть ваша недвижимость, это может быть третьего лица, там родственников. Такого у нас нету. Оценочные компании мы не отправляем. У нас есть... Раньше же, помните, да, такое же требование обязательно было? Да, обычно ходили, оценивали, в какие-то компании ходили. Сейчас у нас есть сотрудники, которые оценивают сами прекрасно, поэтому... Мы их обучили к оценке, да. 2 сотрудника обучились и получили дипломы, и как оценочные фирмы умеют оценивать, поэтому... Хорошо так систематизировали, да, это экономия времени для наших предпринимателей и средств еще экономия.
у которых времени, честно скажем, предпринимателей, да? Да, У вас же времени совсем нет. Ну, как сказал Петр Федорович, 7/24, скажем Да. так. Хотя бывают предприниматели, которые не согласны с нашими оценками по залоговой части, да, мы их отправляем, ну, идите в оценочную фирму, и они сами заказывают, как бы это и по их инициативе, не по нашей инициативе, поэтому все нормально. У меня к вам вопрос. Да. Ага. К вам вопрос. Вот в каком году у вас появилась идея открытия своей частной медицинской клиники? Ага. И вы являетесь также клиентом фонда? Да, конечно. Но вы же аквабизнеса уже. Ой. Давайте про ваш буквально несколько слов о том, Да. когда вы открыли свое дело, и уже о работе совместной с фондом. Ну, я хочу, во-первых, поздравить своих коллег-бизнесменов с нашим праздником профессиональным, потому что действительно в бизнес уходят действительно оголтело позитивные люди, скажем так, потому что без этого позитивизма абсолютно там делать нечего. Это люди особого толка, которые действительно надеются на самое только лучшее, позитивное. И мы гордимся тем, что все-таки наше бизнес-сообщество Якутии является одним из самых креативных, продвинутых по Российской Федерации. Мы это знаем и этим гордимся. И поэтому вот братьев, скажем так, по цеху всех поздравляю с сегодняшним нашим праздником. Желаю позитивизма, удачи, успехов и всего самого хорошего, главное, здоровья. Берегите здоровье, Вот, хочу сказать, да. как доктор, да. Но до того, как я пришла в медицинский частный бизнес, я очень долгое время, скажем так, с далекого 91-го года начала медицинскую работу, медицинскую деятельность в государственных, естественно, учреждениях медицинских. Я начала с самого, вот, скажем так, первичного звена. Я была и участковым педиатром, и заведующей врачебной амбулаторией в далекой деревне в своем районе родном, Нюрбинском. Потом я работала и в педиатрии, в городской поликлинике, заведующей педиатрическим отделением, потом в Национальном центре медицины, заведующей детской поликлиникой, врачом стационара. То есть у меня даже есть опыт работы в страховой медицинской компании, поэтому я практически прошла все ступени да, работы, все вехи работы, которые можно было бы познакомиться, можно было познакомиться в здравоохранении. Поэтому для меня это был, конечно, огромный опыт. У меня были очень хорошие учителя. И получается, буквально с 93-го года у меня был опыт работы организатором медицинского здравоохранения, да, здравоохранения. Поэтому, конечно, это было очень большим подспорьем для того, чтобы решиться на свой медицинский частный бизнес. До того, как мы с сестрой открыли свою семейную медицинскую клинику Яннамед, кстати говоря, мы назвали именем наших родителей Ян и Анна, Яннамед, да. И мы с сестрой работали вот очень долгое время в здравоохранении. Я имею уже опыт 30-летний стаж медицинский, сестра почти 40-летний. Потому что без медицинского опыта, без опыта орговика здравоохранения очень трудно решиться все-таки на медицинский бизнес. Да, потому конечно, что это же медицинский очень бизнес серьезно, это очень ответственно. Самый ответственный, скажем так, бизнес, потому что на кону стоит жизнь человека. Поэтому если человек думает, что можно быстро заработать в медицинском бизнесе, это очень большое заблуждение. Это практически не очень маржинальный бизнес, потому что огромную долю средств съедает зарплатная часть, налоговая часть, покупка расходников, которые каждый день менять надо, закупать новое оборудование, естественно, и только обновляя оборудование и покупая что-то новое, интересное для потребителя, мы можем продвинуть свой бизнес, естественно. Вот и вот продвижение да, вашего конечно. бизнеса. Конечно, и вот, скажем так, главная вот тема, о которой сегодня мы еще раз разговариваем, мы открыли, конечно же, свой бизнес вот с сестрой, только зная, что мы можем получить поддержку фонда поддержки предпринимательства. Мы пошли, поговорили, показали свой бизнес-план. Конечно, надо представить, естественно, не на пустом, конечно, месте могут вам дать. Это надо доказать, что вы можете заработать, что у вас серьезные намерения в этом бизнесе себя проявить. Вот. И, конечно же, ну, представьте, вот особенности медицинского бизнеса в том, что перед тем, как открыть свои двери клиники, мы должны уже полностью
иметь помещение, полностью в нем произвести ремонт в соответствии со всеми правилами Санпин, уже закупить оборудование, понимаете, уже, значит, облачиться штатом своих сотрудников, уже начать что-то им платить, и только после этого вам дают лицензию. И вот, понимаете, вот мы буквально, я так благодарна своим партнерам, которым я обзавелась до этого, работая в частном медицинском бизнесе, директором частной клиники. Я Аврора. И вот сейчас мы буквально на несколько минут уйдем в рекламу, но я чувствую, что мы вас не отпустим, вам нужно будет рассказать вашу работу совместную вместе с фондом. Зрители, радиослушатели, мы продолжаем нашу беседу. Вот, Светлана Яновна, буквально до ухода на рекламу вы рассказывали о том, как вы начинали свой бизнес, и вот сейчас ваш бизнес практически помогает развиваться фонд развития предприятий. Я вот хочу буквально остановиться на этом несколько минут. Мы вот перед тем, как открыть, обратились, вот как я сказала, и нам наши друзья, наш вот фонд, они, конечно, наши друзья для всех предпринимателей, выдали кредит, льготный кредит под 8%. Представьте себе, это была пандемия, это была очень тяжелые времена, и, естественно, без этой поддержки мы бы просто не смогли открыть свой бизнес. Вот это вот чисто человеческая, настоящая история, да, вообще. Вы помогаете. И, конечно же, мы вот все как старые закалки люди, все полностью отчитали, все как чин-чинарем, закупили за эти деньги полностью оборудование, реактивы, мебель, полностью там спецодежду и так далее. Потом мы просто, вот, Петр Федорович, мы очень огромную благодарность еще раз от своей сестры, от своей семьи, от себя лично передаю, потому что действительно это была, естественно, поддержка та, которая была ключевая и самая основная. Ну и с такими друзьями, без чего, мне кажется, конечно, не страшно. Да. И вот по жизни вместе, потому что уже вот в прошлом году мы взяли, вот закрыли, уже львиную долю мы закрыли, поэтому мы смогли еще 4 миллиона взять под 7,7%. Там сыграло еще баллы, что женское предпринимательство, да, семейный бизнес. Тогда, да, есть такие очки зарабатываешь еще, да. Социальный бизнес, вот таким вот, это все вот снижается, как бы, ключевую ставку, как говорится. И поэтому вот сейчас еще вот 4 миллиона, мы его пустили в развитие бизнеса и открыли свой новый офис, дополнительный филиал вот в самом сердце города Якутска по проспекту Ленина 34/1. И процентные ставки такие прекрасные. 7,7, представьте себе, это сейчас вот, когда все мы понимаем, как это сложно такую ставку держать, действительно. Поэтому действительно это самая ощутимая поддержка, которую действительно государство может сделать для бизнесменов, для предпринимателей. И сейчас вообще у Фонда развития предпринимательства, мне кажется, вообще другая веха истории начинается, да? Вообще вот такая вот прозрачность, доступность. И вот у меня, Ян Николаевич, мы продолжим нашу беседу с Яном Николаевичем. Ян Николаевич, я в курсе, что вы... Добрый день. Да, благополучно устроившись в Санкт-Петербурге, работая там, да, вы вернулись в Якутию, чтобы работать специально в фонде. Вы представляете, какая команда сейчас у вас? Мы его заманили и привели сюда обратно. Где родился, там и пригодился. Хоть когда-нибудь минутка такая сожаления была, зачем я вернулся? Вот, Господи, почему я опять где-то в фонде, да? Ну, пока не было, на самом деле. Значит, все удалось. Ну, пока, да, скажем так. Ну, честно говоря, я преподавал в частной школе в Петербурге 4 года, да, вот с 21 года. Потом, я параллельно работал маркетологом, пиар-специалистом и так далее. И, там сейчас удаленно можно работать маркетологом, пиарщиком и так далее. И, у меня магистратура журналистика, и, соответственно, я в том числе в ГТРК Саха проходил практику, вот, и меня вот пригласили стать пресс-секретарем фонда совсем недавно, буквально месяц назад. И на самом деле за вот этот период я, очень сильно впечатлен командой, потому что это, не люди, которые там пытаются из себя там что-то важное изобразить, да, скажем так. То есть они не пытаются... Все как есть, да? Да, то есть они
честные, искренние, такие, какие они есть. То есть они не пытаются из себя там раздувать какое-то чувство, скажем так, да, чувство собственного там, Федорович. да, превосходства и так далее. То есть они вот конкретные люди дела. Если ты делаешь работу, то это вообще уже супер, и можно спокойно работать. Ну, у нас переговоры были там полмесяца насчет переезда обратно и так далее. Но в конце концов, ну, меня убедила именно миссия фонда. То есть у нас совпали ценности в этом плане. То есть я хотел приносить пользу обществу, ну, тем более своей родной республике, да. И вот Марьяна Викторовна, ну, мы с ней как раз общались по трудоустройству, и она меня убедила, что у Петра Федоровича тоже такие ценности приносить пользу обществу и развивать экономику в том числе через работу фонда. И мне это прям совпало, да, скажем так. Импонирует очень сильно. Да. И ну, спустя вот месяц, допустим, как вообще работать в такой сфере, работать с людьми, Ну, которые знают, что хотят от жизни, да, это все отдельная же каста. нет, ну они бывают разные, конечно, но мы очень много ездим по улусам, Вот, там проводим консультации. Я не только пресс-секретарь, но в том числе консультант, да, то есть я консультирую предпринимателей по нашим основным продуктам, по микрозаймам, да, до 5 миллионов, и в улусах, конечно, мы пытаемся максимально по-простому, сахалы, ну, естественно, на якутском языке, да, чтобы людям было понятно все, да, то есть, и, ну, вообще, вот, откуда что брать, откуда нужно заказать, и мы помогаем подать заявку электронную и так далее, да, то есть через платформу msp.rf, это вот федеральная платформа, вот, ну, они приходят, мы на компьютере прямо сидим и вместе отправляем заявку. Да. Для начинающих вот эта методическая Да. помощь очень ценна на самом деле. Очень важна Очень именно вот важна сопровождение, скажем так, Да. потому что, ну, отфутболивать могут все, как бы, да, идите туда-сюда, а вот именно сопровождение менеджеров, ну, назначается курирующий менеджер, который будет, ну, в течение всего периода. А еще курирующий работать. менеджер есть. Я чувствую, Федор Федорович, после сегодняшней программы в ФРП еще больше народу пойдет. Весь период жизни договора займа они курируют. От А до Я. Обзванивают. Вам скоро оплатить. Там, Даже так. День на следующий день вы не оплатили. На почту приходят либо- письма. Да, по досрочному погашению, например, да, или могут, ну, погасить досрочно, за счет этого проценты уменьшаются, как бы перерасчет процентов происходит, да, и по сути они платят намного меньше по переплате процентов, да. Хорошо, тогда у меня вопрос. Допустим, вот вы сказали, да, вы звоните, допустим, я пропустила платеж там какой-то день, ну, не могу, к сожалению, оплатить, допустим, там месяц. Со стороны фонда развития предпринимательства есть какая-нибудь, допустим, там навстречу пойти, понять меня в этой ситуации, подождать, ну, вы прекрасно знаете, что через месяц я оплачу. Ну, здесь мы вообще перед тем, как выдать займ, сразу говорим, если у вас какие-то финансовые затруднения будут, вы не говорите там день платежа. За 10 дней обращайтесь к нам, пишите заявление, доказываете документом, что у вас задержки, аксверки, какие-то там взаиморасчетов, да. Пишите заявление, 2 раза у нас финансовый комитет проходит, 2 раза в неделю. И мы это заявление быстро рассматриваем и график перестраиваем. То есть реструктуризация, отсрочка для нас это как бы хорошая история, и предприниматели активно этим пользуются. Конечно, мы же основная цель вот предпринимателя это вот сохранить кредитную историю. Кредитная история испорченная, это вот уже на самом деле большое клеймо для развития предпринимателя, потому что без финансов ты никто, да, то есть без финансов ты будешь развиваться всю жизнь. А с большими финансами можно это за короткий срок реализовать свои идеи. А там вот кредитная история — это самая важная часть, потому что мы, финансовые организации, кредитную историю очень сильно смотрим. Поэтому мы стараемся больше помогать, чем говорить «нет». Учтем. Мы услышали на будущее обязательно. И такие в любом случае, что, допустим, когда вы команду набирали вот свою, да, вот фонд развития предпринимательства, может, не было такого там
что вы там начали сразу своей метлой мести, что-то вы адаптировались под тех, кто уже там работает. И вот буквально сколько уже прошло, и у вас новая команда? Ну, с улицы то, что будет. Новая команда начала приходить в середине 2021 года, и на сегодняшний день она, я думаю, что она сформировалась, да. На самом деле уход сотрудника это немножко бьет по деятельности фонда, да. Все-таки понятие есть, что незаменимых не бывает, но тем не менее какой-то период, пока новый сотрудник ознакомится, адаптируется, да. Чтобы фонд не страдал, мы максимально стараемся автоматизировать, максимально издали очень много внутренних нормативных документов, описали бизнес-процессы, чтобы после нас люди, если придут, почитают недельку и будут дальше также работать. То есть мы стараемся все автоматизировать и алгоритмы прописать, чтобы незаменимых не бывало, да. То есть человек пришел за меня и почитал и стал гендиректором, и начал дальше работать. И при этом деятельность фонда не страдает, соответственно, предприниматели тоже как бы даже это не чувствуют и не замечают, что там какая-то команда поменялась. Все работает как часы, да, вот механизм. Мы пытаемся максимально к этому прийти на сегодняшний день. А в команде сейчас сколько человек? По штатному расписанию у нас 39 человек, как я говорил, у нас 3 направления, да. В других регионах, если посмотреть, из этих 3 направлений это 3 разные фирмы, то есть там главные бухгалтера, директора, другая команда, а у нас все в одном юрлице, и 39 человек на сегодняшний день трудоустроены в фонде. Ну, как бы за 4 года мы расширились на 22 человека было, сейчас 39. Ну, почти в 2 раза. И вот, Ян Николаевич, а у вас получается вот это вот вместе совпадает же, да, помогать людям? Есть? Да, конечно. Уже благодарные да. ваши клиенты? И очень важна как бы деятельность фонда, да, то есть направление деятельности. То есть у нас же не только микрофинансовая организация, у нас региональная гарантийная организация, которая вот поручительство дает, да, за предпринимателей в коммерческих банках. И есть у нас еще и фонд промышленности, да, который уже большие займы выдает. Поэтому, ну, как бы вот численность там 39 человек, ну, но небольшой для такого... Так много функций на самом деле. То есть у нас не только займы, у нас еще поручительство и фонд промышленности, как бы, да. Ну, вот Ян как трудоустроился, мы его взяли в Чурапчу. На Бахтовом зале я его познакомил на форуме. Вот Ян Николаевич, и консультируйтесь, ловите его. Прошло, как раз после этого прошло где-то полмесяца, и благодаря вот консультации Яна Николаевича где-то из 13 предпринимателей получили консультацию, и где-то 7, по-моему, уже получили займ. Ничего себе! Это же общественная польза, да? Вот кому надо брать. Да, очень большая досконально все объяснил, что предприниматели поняли. В районах предприниматели очень такие, они больше предприниматели практики. Да, когда вопрос возникает уже в документации, это на самом деле для них это большой табу, да. Благодаря вот центру «Мой бизнес» они более-менее вот стали, да, и если посмотреть портфель микрозайма, 60% это районные предприниматели. А было наоборот. Да, в свое время. Мы максимально стараемся дойти вот до каждого района, чтобы предприниматели так как-то получили меру господдержки. Вот, и поэтому мы центром «Мой бизнес» прям тесно работаем. Ну и вот благодаря вот этому вот единому окну, да, вот, которое они сейчас у вас прямо на местах, им практически даже выезжать не надо, они все сидят и вам практически не наставят. Сартики сидят, получают. Это вообще очень хорошая история. Раньше вообще, мне кажется, там был показатель поменьше. 100 тысяч туда-сюда, чтобы собрать документы. Потом еще прилететь, подписывать. Я вообще сегодня столько много нового узнала про фонд развития предпринимательства. Такая замечательная работа, такая замечательная команда, да, вот уже 4 года. Ян Николаевич пополнил буквально месяц назад вот эту прекрасную команду своим визитом. Показатели такие прекрасные, да, у молодого специалиста, буквально там из 13 консультируемых уже 7 получили помощь. Да. Так, теперь у меня вот, Татьяна, вопрос у меня к вам по поводу самозанятых и начинающих предпринимателей. Вот для самозанятых конкретно. По пунктам, какая есть помощь? Мы можем туда прийти и сколько получить? Ну, у самозанятых по суммам, да, допустим, они предусмотрены законом. Допустим, да, рамки есть. Это если физическое лицо
самозанятый, то он может максимальную сумму получить 500 тысяч. 500 тысяч. Да, если ИП на НПД самозанятый, да, налогообложение, то у него там до 1 миллиона максимальная сумма выдается. Вот. А если по ставкам пройтись, то у нас там от 6% до 10%. Там он зависит, получается, у нас от залога. Если можно взять без залога, тогда будет 10%. И если вы подпадаете под приоритетную программу, там, субъект женского предпринимательства, допустим, да, то уже минус 2% оттуда будет. И итого 8% без залога можно получить самозанятого. Там как гонка. Чем больше залога поручитель предоставляет, тем ниже ставка. Да. Еще от этого ставка зависит. Предприниматели больше предоставляют залог и по меньшей ставке получают, потому что они получают мелкую сумму, да, 500 тысяч или миллион, и это на самом деле возвратность очень хорошая по этому продукту. Петр Федорович, а вот основная какая вот по АКВЭДам, много же, да, там сельское хозяйство, медицина и еще что. Вот основные кто предприниматели по каким направлениям к вам приходят? Топ-5 предпринимателей, да, АКВЭДов, это вот торговля, стройка, разные виды услуга и производство. Вот, на самом деле вот строительство, торговля очень сильно развито. Потом у нас третьим идет вот производство. Сельское хозяйство немножко отстает, да, в плане того, что есть отдельный фонд развития агропромышленного комплекса. Мне кажется, все предприниматели там получают. Но тем не менее, все равно к нам идут и получают займы. Ну, мне кажется, может, кто-то еще так хорошо не знает, что в фонде развития предпринимательства можно и по сельскому хозяйству помочь себе получить. Да, мы ждем на Орджоникидзе 50, и в каждом центре «Мой бизнес». Консультируйтесь, обязательно у вас все получится. А по списку сколько сегодня у вас вообще заемщиков? Количество. Количество действующих займов у нас на сегодня 1112 займов. Это вот на 1 миллиард 700 миллионов рублей. Но среди них есть такие акулы бизнеса, как вот я, и еще кто. Вот чтобы было интересно телезрителям, еще и там, оказывается, можно так. Вообще там, да, все субъекты малого и среднего предпринимательства, которые ведет Федеральная налоговая служба, этот реестр, если вот туда включены, то прямой дорогой в фонд можете получить прийти за финансовой поддержкой. Вообще, я просто говорю, вот этот день для меня был буквально открытием, да, вот открытием вашей работы. И буквально несколько слов. У нас осталась минута буквально до завершения нашей программы. Призываем, зовем, приглашаем. Всех предпринимателей хочу поздравить вот с наступающим Днем предпринимательства Российской Федерации. Да, в сентябре мы отметим региональный день, праздник предпринимательства. Мы обычно в сентябре масштабно празднуем. Всех предпринимателей поздравляю вот с этим замечательным днем профессиональным. Больше оптимизма, больше идей, да, больше смелости. И, конечно, пользуйтесь мерами господдержки. Их очень много. Их надо просто искать, найти и пользуйтесь, и развивайтесь только. И спасибо большое за вашу главную миссию — помочь людям. Главное — помочь людям, да? За вашу открытость, за вашу прозрачность, за вашу практически доступность в каждом населенном пункте Якутии. В райцентре. В райцентре. Спасибо вам большое. Ваших подопечных тоже с Днем предпринимателя, который буквально 26 мая мы все вместе отметим. Вас с профессиональным праздником и всего хорошего. Спасибо за то, что вы пришли. Всего доброго. Вот так вот.